Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Во втором полугодии мы видим достижение 100% показателя всеми муниципальными образованиями. За год все районы строго выполнили требования закона о языках, а именно оснастили все здания вывесками на русском и татарском. В пример ставят самую успешную работу Ютазинского, Чистопольского, Менделеевского и Актанышского районов. Вместе с тем проблемные вопросы еще остаются. Я считаю, что работу необходимо продолжить в том же ключе. По закону на двух языках должна быть и навигация, переведены дорожные указатели. Двуязычной должна быть пресса, такими же и документы. Обеспечиваем использование обоих государственных языков Республики Татарстан на всех публичных мероприятиях. Наглядный пример того, как два государственных и один международный язык работают сообща и уже давно воспринимается как одно целое. Это Казанский общественный транспорт. Улица Мулланура Вахитова. Келесі тоқталыш Вахитов урамы. Метро, автобусы и трамваи привычно объявляют на русском, татарском и английском. С прошлого года на два языка республики перешли поезда и информаты. Ну, конечно, удобно. У нас город приезжих, и, в принципе, это нормально. Меня даже это не удивляет. Возможно, приезжих удивляет, но этим-то мы отличаемся, мы же Татарстан. Поэтому и дорожные указатели чаще всего на русском и татарском, но не все. По данным Минстроя, двуязычных 67% знаков. Чтобы привести в норму все, нужно поменять 5000. По данным государственных заказчиков, предварительная потребность в объеме денежных средств на установку и замену всех знаков на территории республики составляет 191 миллион. Что же до международных объектов, то и здесь требования строги. Обязательны 3 языка, 2 государственных и английский, как международный. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.